Председателю правительства Республики Ингушетия Владимиру Сластенину 65 лет. Юбиляра поздравил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Цитата. «Последние 5 лет он работает в моей команде, помогая решать любые сложные задачи, искренне переживая за нашу республику. С самого начала совместной работы нам пришлось пройти через серьезные испытания, и благодаря решительным действиям мы добивались успешных результатов даже в самые сложные моменты. Благодарен Владимиру Сластенину за сохранение стабильности регионального бюджета, реализацию национальных проектов и продвижение прорывных проектов. Уверен, что ваш профессионализм, богатый опыт работы и исключительные личные качества позволят вам плодотворно трудиться на благо Ингушетии. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии для выполнения намеченных планов, успехов во всех ваших начинаниях». Сегодня в регионе состоится торжественное открытие 10-го международного кинофестиваля «Золотая башня». Мероприятие пройдет во Дворце культуры Сунжи. Кинопоказы начались еще накануне. В этом году организаторы подготовили особенную программу, которая включает в себя ретроспективу фильмов с участием ингушских режиссеров и актеров, в том числе 15 фильмов народного артиста Ингушетии Суламбека Мамилова, 30 кинолент с участием заслуженной артистки ЧССР Тамары Яндиевой. На престижный конкурс заявлено 52 документальных, 12 игровых и 20 короткометражных фильмов, из которых 17 кинолент созданы регионами Северокавказского федерального округа и 5 работ создано культурными деятелями Ингушетии. На мероприятии будут представлены около 90 фильмов из 8 стран мира. Продлится кинофестиваль до 29 октября. В Магасе со 2 по 4 ноября пройдет масштабная выставка трофейной боевой техники и вооружения стран НАТО, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО. Мероприятие приурочат ко Дню народного единства. Работать выставка будет сразу на 6 площадках. Посетителям представят более 18 единиц различной техники, включая боевые машины пехоты Брэдли, Мардер, бронетранспортеры, бронеавтомобили и многие другие. Также будут организованы полевая кухня, мобильный пункт отбора на военную службу по контракту и площадка для выступления творческих коллективов. Торжественное открытие пройдет при участии главы Ингушетии. Для удобства посетителей выставки с 31 октября по 4 ноября от улиц Горчханова и Докулиева будет перекрыто движение транспорта на участке проспекта Зязикова. По инициативе главы республики Махмуда Али Максимовича Калиматова, по его обращению в Министерство обороны, было принято решение о проведении на территории города Магас выставки трофейной натовской боевой техники. В общем-то, это мероприятие в городе Магас не планировалось, потому что сначала это планировалось только в городах, где размещаются штабы армий. Но, изучив ситуацию, глава республики обратился в Министерство обороны, и нас поддержали о проведении подобной выставки в городе Магас. В общем-то, это почетная такая миссия, она интересна будет, я думаю, всем возрастам. При крупных предприятиях хотят создать ясли и детские сады. Этот вопрос обсудят в Комитете Госдумы по защите семьи. В таких детских садах работающие родители смогут оставить ребенка на время рабочей смены. Депутаты добавили, что услуги няни сейчас обходятся дорого, и не все родители могут оставить ребенка с бабушками или дедушками. Родителям 4 детей предложили полностью погашать ипотеку. Депутаты предложили, чтобы государство погашало по 25% ипотеки за каждого ребенка, а за 4 детей государство погасит ипотеку полностью. По их мнению, семьям это очень выгодно, поэтому такое нововведение улучшит демографическую ситуацию в стране. С 4 по 8 декабря в Москве состоится международный форум гражданского участия «Мы вместе». Форум объединит более 10 тысяч представителей социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений, органов государственной власти, медиа и компаний, соответствующих принципам устойчивого развития, в том числе представителей международного социального сектора из более чем 40 стран. В этом году Международный форум гражданского участия «Мы вместе» пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» Москвы. Подать заявку можно до 4 ноября на платформе добро.рф. Средний размер страховой пенсии в 2025 году составит около 24 тысяч рублей. Пенсионные выплаты проиндексируют с 1 января следующего года на уровень инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития РФ, на конец 2024 года составит 7,3%. Это следует из основных направлений бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики на 2025-2027 годы, подготовленных Минфином РФ. В Госдуму внесли законопроект, предполагающий штрафы до 600 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Также в России предлагают запретить продавать зажигалки, баллончики для них и других газосодержащих предметов несовершеннолетним гражданам как онлайн, так и офлайн. Проект находится на рассмотрении.
Сегодня отмечается День таможенника России. Праздник был установлен указом президента России в 1995 году. Именно в этот день, ровно 371 год назад, по инициативе торговцев был принят торговый устав, в котором впервые определили обязанности таможенников и правила о взимании таможенной пошлины в России. С этого момента таможня стала государственной службой, предназначенной для защиты экономических интересов страны. Примечательно то, что у русского слова «таможня» монгольские корни. Оно происходит от слова «тамгой». Так, во времена татаро-монголов называли печать, которой помечали разные товары. В Ингушетии таможенная служба образована 27 августа 1993 года.